Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. И вот о чем сегодня расскажем. Наша гвардия. Мы будем идти до конца. Как к участию в спецоперации готовится именной батальон Татарстана «Алга», увидел Рамиль Шайдулин. Благодаря им наша республика – передовой регион страны. Оценили наш труд, фермерский, нелегкий труд как-то, что достойно, что позорить не будем нашу республику. Будем урожай побольше получать, и отлично. В Казанском Кремле наградили тех, кто каждый день вносит свой вклад в развитие республики. С торжественной церемонии Алия Хайрудинова. Глобально о молодежи. Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий. Что обсуждают в Казани, выслушал Дмитрий Аринин. В Свияжске празднуют 25-летие возрождения религиозной жизни. Настоящее возрождение Свияжска, оно произошло после того, как Митя Мишаревич взялся за это дело в 2010 году. Был создан фонд. Как это сказалось на самом Островграде и какие новые приобретения появились в Богородице и Успенском мужском монастыре? В репортаже Татьяна Тимошенко. Татарстан последовательно поддерживает курс на строительство сильной страны и повышение качества жизни граждан. С таких слов сегодня президент Рустам Минниханов начал церемонию вручения государственных наград. Традиционно перед Днем Республики в Казанском Кремле сегодня чествовали лучших татарстанцев. Это 55 тружеников, которые внесли свой вклад в благополучие и процветание республики. Они спасают жизни, строят дома, добывают нефть, работают на полях, учат детей и стоят на защите Родины. У каждого своя история успеха, а некоторых расскажет Алия Хайрудинова. В пушечном зале Казанского Кремля с утра звучат фанфары в честь врачей, механизаторов, химиков, агрономов, учителей. Все они из разных сфер, но каждый лучший в своем деле. За верность делу их благодарит президент. От вас, людей труда, науки, образования, здравоохранения, культуры и духовной сферы, а также успешных управленцев и предпринимателей, зависит темпы социально-экономического развития страны, укрепление его могущества, успешное преодоление серьезных вызовов, которые стоят сегодня перед Россией, благополучие и процветание родной республики. Для него защита Родины – это профессия. Атлас Гаязов во время специальной военной операции освобождал Луганск. Был ранен, после госпиталя вернулся домой. Сегодня ему вручили орден мужества. Еще когда только приехали, мы увидели, что там живут мирные люди. Мы с командиром зашли, достучались до них, они вышли, начали обнимать нас, плакать. У меня самого слезы навернулись. Я не думал, что они так рады нас видеть. И они говорили: спасибо, что пришли, не оставляйте больше нас. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени наградили Рамиля Фардиева. Год назад пожарный из Тукаевского района спас 70-летнюю женщину из огня. Ползком пробрался в горящий дом и вытащил человека. На службе он уже 12 лет. Посвящаю всем родственникам, родным, коллегам, учителям. Прежде всего, спасение жизни людей, спасение имущества. Ради этого работаем. В зале сегодня много врачей. Медаль Луки Крымского вручили заместителю главного врача РКБ Михаилу Бурмистрову, главному врачу инфекционной больницы Марату Гатауллину, заведующему отделением Рыбно-Слободской ЦРБ Рамилю Гаязову, заместителю главного врача 7-й горбольницы Зульфие Шейхутдиновой. Заслуженным врачом России стала заведующая кафедрой Казанского медуниверситета Динара Садыкова. Вот уже почти 3 года врачи и медсестры на передовой в борьбе с коронавирусом. Только в РКИП за это время вылечили 80 тысяч человек. Профессия врача, особенно детского врача, она очень трудная, но и очень благородная. Потому что, как вы знаете, что здоровый ребенок – это не только счастливая семья, но это и счастливое общество. За этой наградой, конечно, стоит колоссальный труд, доблестный труд всех наших коллективов, всей
всех сотрудников всей системы, медицинской системы Республики Татарстан и города Казани. Это наша заслуга общая. В зале сегодня и аграрии. Заслуженным работником сельского хозяйства Татарстана стал Владимир Лысов. Его хозяйство в Дрожжановском районе в этом году собирает рекордный урожай зерновых – 57 центнеров с гектара. Со школьной скамьи работаю уже в сельском хозяйстве. Это пастухом работал, на тракторе работал и бригадиром работал. А сейчас фермер свое хозяйство. Нашему правительству огромное спасибо. То, что они оценили наш труд. Позорить не будем нашу республику. Чествуют ветеранов труда, машиностроителей, энергетиков. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан наградили министра финансов Радика Гайзатуллина. Награду он посвятил своему коллективу. Та оценка, которая сегодня есть, она, я считаю, труд коллективный. Поэтому я искренне хочу поблагодарить коллег своих Министерства финансов. 40 лет добывает черное золото оператор Татнефти Марат Гараев. Сегодня в преддверии Дня нефтяника он стал заслуженным работником отрасли. Раньше было уже, как вам сказать, трудности были разные с техникой, трудности были, трубопроводы. Вот все это заменили сейчас, все нормально. Спасибо, конечно, что видели вот труд. Орденом Дуслык наградили почетного президента Федерации дзюдо Самары Хабиля Бекташева. Такой же награды удостоился советник муфти Ильдар Баязитов. Их проект помощи нуждающимся ярдям работает уже 20 лет. В нашей республике можно просто работать, помогать людям, и тебя оценят, тебя увидят. Это очень радует. Вот уже 20 лет он верно служит своему Камаловскому театру. Сегодня Фариду Бекчентаеву вручили медаль ордена за заслуги перед республикой. Даже не читаю ее как-то. Сколько лет в этой должности служу. Я думаю, неплохо, раз отмечают такими наградами. Заслуженным артистом Татарстана стала Ильсия Бадретдинова. Она тоже на сцене 20 лет. Если бы тогда, много лет назад, обычной деревенской девочке сказали, что я когда-нибудь буду получать награду прямо у президента, с рук президента, я бы не поверила. Спасибо, что оценили мой труд, оценили, поняли мое творчество. Спасибо руководству, спасибо, конечно же, зрителям, которые держат меня уже 20 лет на эстраде певицей. 55 татарстанцев сегодня не просто получили награды. История их успеха – сегодня история республики и всей страны. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Как сделать жизнь молодежи мира лучше и дать возможность для реализации своего потенциала, обсуждали сегодня в Казани. В столице прошла пленарная сессия глобального молодежного саммита. Это ключевое мероприятие, которое Казань проводит в качестве молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества. На эту встречу приехали более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран. Приветствие участникам адресовал Владимир Путин. Как подчеркнул президент страны, несомненно, встреча молодежи в Казани послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами этих стран. Что главное в фокусе внимания молодежи, узнал Дмитрий Аринин. Исполняющий обязанности министра по делам молодежи пакистанской провинции Пенджаб Саед Умайр Хасан в Казани впервые. В его регионе молодежь составляет больше половины населения. В работе с ней активно используют цифровые технологии. Мы переводим в цифровой формат весь тот опыт и знания, которые накопили предыдущие поколения. Я знаю, Татарстан – инновационный регион, где развитая цифровизация, и хотелось бы наладить сотрудничество в этой сфере. Наладить сотрудничество и поделиться своим опытом в Казань приехали более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран. Это делегаты из Ирана, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратов и других. Приветствие участникам саммита адресовал Владимир Путин. Обращение зачитал Рустам Минниханов. Избрание Казани молодежной столицы Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой. Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. В усилиях по построению более справедливого демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному, многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь.
Сейчас молодежь составляет четверть населения Татарстана. Как отметил Рустам Минниханов, работе с молодежью в республике уделяют большое внимание. Создают инфраструктуру, работает множество организаций, которые помогают молодежи реализовать себя в различных сферах. Это Молодежная ассамблея народов Татарстана, Движение «След», Университет талантов, Форум татарской молодежи и другие. Важно дать молодежи получить образование, найти работу, подняться по социальным лифтам и участвовать в общественной жизни. Тема сегодняшнего пленарного заседания «Молодежь глобальной повестки». В условиях, когда мир вступает в период нестабильности, эта тема приобретает особую актуальность. Молодые люди все чаще требуют от общества, в котором они живут, более справедливых, равноправных и прогрессивных возможностей. Необходимость удовлетворения законных потребностей молодежи, содействия в решении ее проблем становится важнейшим фактором политики государства и регионов. Как в Татарстане реализуется молодежная политика, гостям саммита показали на специальной выставке. Здесь же экспозиции, посвященные празднованию 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Как отметили, символично, что саммит проходит в год такой знаменательной даты. Обращение участникам встречи адресовал министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Отношения России и ОИС, входящих в нее стран, находятся на подъеме. Готовы наращивать сотрудничество с ними на основе равенства и взаимной выгоды. Сейчас молодежь составляет 16% населения планеты. Ее проблемы и потребности схожи, отмечают на саммите. Главное, чтобы молодые люди могли получить качественное образование и реализовать себя в любимой сфере. Сейчас очень много молодежи живет особенно в странах Африки и Азии. К сожалению, 25% молодежи мира находится за пределами традиционной экономики. Нужно найти решение, как сделать так, чтобы молодежь была вовлечена и стала драйвером глобальной экономики. Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хороший механизм по совершенствованию молодежной политики. И мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие, и, безусловно, с Российской Федерацией в том числе. Саммит завершит свою работу завтра. По итогу будет принята резолюция, где обобщат основные вызовы для молодежи и обозначат пути их решения. Дмитрий Айригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов встретился с Билалом Эрдоганом, президентом Всемирной конфедерации этноспорта. Билал – сын лидера Турции Реджепа Эрдогана. Он прибыл в Татарстан для участия в Казанском глобальном молодежном саммите. Президент поблагодарил гостя за поддержку Татарстана-турецкого сотрудничества и за включение в конфедерацию этноспорта Международной федерации КРЭШ. В свою очередь Билал Эрдоган поздравил Рустама Минниханова с получением ведомственной награды МИДа. Напомним, Всемирная конфедерация этноспорта создана в 2015 году. Ее основная цель – собрать традиционные виды спорта со всего мира и обеспечить единство между федерациями. Сегодня же Рустам Минниханов встретился с официальными представителями стран, участников Казанского глобального молодежного саммита, послами и ответственными за молодежную политику. Встреча прошла на площадке Казань-Экспо. Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто откликнулся и принял участие в саммите. Это, отметил президент, особенно значимо в год празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарии. Для Российской Федерации, многонационального и многоконфессионального государства, сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики. Оно приобретает особую актуальность в нынешние непростые для современного мира время. Сегодня Рустам Минниханов встретился с главой автономии Гагаузия Ириной Влах. Обсудили вопросы развития торгово-экономических связей между Татарстаном и Гагаузией, обмен делегациями и реализацию совместных культурных проектов. В рамках визита Ирина Влах примет участие в праздновании Дня Республики. Она ознакомится с опытом развития общественных пространств и молодежной инфраструктуры, а также посетит полилингвальный комплекс Адамнар и школу 21. Первый именной батальон Республики Алга готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции. Почти 2 месяца они проходили усиленную физическую и огневую подготовку. Напомним, в июле в республике были созданы 2 национальных батальона. Их назвали Алга и Тимер. Нашу съемочную группу допустили в зону подготовки военнослужащих. Рамиль Шайдулин пообщался с бойцами, узнал условия их тренировок, увидел знаменитый бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный КАМАЗом с учетом опыта спецоперации, и спросил, как еще помогает республика своим ребятам. Здравствуйте, товарищи!
Здесь не принято обращаться по имени. У военных для общения существуют позывные. Не видно и их лиц, но командир точно знает, кто и где стоит. Выделяет мужчин одно. Именные шевроны с названием батальона «Алга», что в переводе с татарского «вперед». Ниже, под крылатым барсом, не менее важные слова: долг, батырлык, храбрость, честь. Мы гордимся, что мы от Республики Татарстан едем выполнять свой, я не побоюсь этого слова, священный долг. Уже скоро военные отправятся в зону проведения специальной военной операции. Перед этим почти 2 месяца они проходили усиленную физическую, огневую, инженерную, разведывательную подготовку. С батальоном занимались лучшие военные инструкторы. Подготовка прошла на высшем уровне, хоть и за кратчайшие сроки. Но сейчас все ребята рвутся в бой, выполнить свою боевую задачу. Свой вклад, говорят бойцы, в подготовку батальона внесла республика. Кроме единовременной выплаты в 360 тысяч рублей, каждый доброволец получил всю нужную амуницию и снаряжение. Экипировано хорошо, спасибо республике, то, что очень много о нас позаботилось. Мы получали хорошие шлема, у нас есть оборудование, квадрокоптеры. Только этот квадрокоптер стоит около 1 миллиона рублей. Устройство оснащено тепловизором и позволяет с большой высоты обнаруживать место дислокации противника, в деталях видеть его численность. Это одно из самых современных средств, которые на данный момент существует. Очень дорогое оборудование, которое республика нам предоставила. Ну и, наверное, самая внушительная помощь республики – это вот этот бронеавтомобиль «Ахмат». Его собрали на КАМАЗе из отечественных комплектующих. Внутри достаточно места как для экипажа десанта, так и медиков. Все раскладывается и перенастраивается максимально быстро. Машина разработана с учетом опыта спецоперации. «Алга» – это первый именной батальон Татарстана. Более 400 бойцов-контрактников. За плечами многих опыт участия в боевых действиях. Главное, говорится, чтобы нас все ждали, в нас верили. И мы все приедем обратно домой. Чувство у личсостава высокого патриотизма. Они привыкли быть серьезными и собранными на тренировках и на поле боя. Когда возвращаются в спальное расположение, обязательно звонят родным и друзьям, слушают татарскую музыку. Хотя в кругу других российских батальонов их называют татарами, коллектив по-настоящему многонационален. Волга – русские, чуваши, татары, марийцы и представители многих других народов со всей республики. Очень сердце так прям, знаете, радуется, когда вы нам и письма присылаете, и видеообращения. И как от близких, от родных, от республики эта поддержка. Ребят, спасибо вам большое. Мы обязательно вернемся и будем с вами вместе. Добровольцы признаются, поддержку татарстанцев ощутили с первого дня. Данные медикаменты были собраны всей республикой Татарстан за счет гуманитарных средств, за что хотим выразить огромную благодарность всем. Агрыз написано, еще другие районы. Да, тут практически все районы в этом принимали участие. Точных сроков, когда «Алга» отправится на передовую, здесь не называют, но батальон полностью уже готов. Постараемся оправдать ваши надежды, не подвести республику. Мы будем идти до конца. Прошло чуть больше 2 месяцев, когда эти ребята решили встать на защиту жителей Донбасса. «Алга» — это не просто название, но и девиз их батальона. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ. Акнинский и Нурлатский районы первыми завершили уборочную страду и сегодня преподнесли Рустаму Минниханову караваи из зерна урожая этого года. В республике аграриями убрано более 1 миллиона гектаров площадей, намолочено 4 миллиона 228 тысяч тонн зерна. Это 79% от плана. На площадке «Казань-Экспо» Рустам Минниханов вручил автомобили победителям республиканского конкурса среди муниципалитетов. 95 микроавтобусов «Форд» и машин «Лада Гранта» разъехались в районы и города Татарстана. Главная оценка работы органов власти – это качество жизни людей. И главная заслуга в этом – работа поселенческого уровня, отметил президент. В Татарстане ключи от новых машин вручают дважды в год. Этот приурочен ко Дню Республики. Наша главная оценка нашей работы – это качество жизни жителей нашей республики. И здесь вот основное звено контакта люди, население и власти – это вот поселенческий муниципальный уровень. Мы искренне благодарим вас за нашу совместную работу. Самозанятым в Казани разрешат вести сезонную торговлю. В связи с чем их не допускали к торгам и почему действия мэрии сочли нарушением, читайте в интернет-газете «Реальное время».
В укреплении национальной идентичности, сохранении языков и духовно-культурного наследия большая заслуга принадлежит журналистам. Такое заявление председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин сделал сегодня на открытии Всероссийского форума национальных СМИ. Он прошел в Иннополисе. Сюда приехали 300 гостей из 29 регионов страны. Что волнует сегодня редакции телеканалов и печатных СМИ и чему нужно учиться у Татарстана, в репортаже Юлии Гоголевой. Северная Осетия, Алания, Дагестан, Чечня, Удмуртия, Чувашия, Мариэл. На форум национальных СМИ участники приехали из 29 российских регионов. Это известные журналисты, редакторы крупных медиахолдингов, эксперты. Сегодня, по словам спикеров, в многонациональном обществе СМИ играют важную роль. Федеральные гости подчеркивают, опыт Татарстана – пример для всей России. Татарстан действительно ушел очень далеко вперед. И по сравнению с национальными республиками, и по сравнению с другими серьезными, в общем-то, субъектами федерации, которые считают, что они тоже очень серьезно, так сказать, работают, но тем не менее есть большие проблемы. Наша республика по праву закрепила за собой статус региона, который стал образцом взаимоуважения и добрососедских отношений, сказал Фарид Мухаммедшин. Не случайно Татарстан стал традиционным местом сосредоточения крупных мероприятий по межнациональной тематике. Мир и согласие, в котором живут представители различных национальностей, а у нас в Татарстане их 173 нации и народности. Результат последовательной и системной работы, проводимой руководством республики с опорой на институты гражданского общества. За 3 десятилетия нам удалось выработать свою модель конструктивного диалога, который, считаю, заслуженно является нашей гордостью и настоящей визитной карточкой Татарстана. Каждый год в разных районах Татарстана открываются новые дома дружбы. Национально-культурным автономиям выделяют дополнительный транспорт. Успешно действуют национальные школы, где ребята изучают свой родной чувашский, марийский и другие языки, даже иврит. Издаются десятки газет и журналов на национальных языках. В республике насчитывается 695 средств массовой информации. Выходит издание на чувашском и удмуртском языках. Потребность жить в условиях межэтнического, межрелигиозного согласия в мире, населенном разными людьми, хранящими в себе истоки разных культур, философии и веры, способствует преодолению стереотипов социального, религиозного и национального мышления. Национальные СМИ в регионах страны сегодня испытывают одинаковые проблемы. Не хватает квалифицированных кадров, недостаточно финансируются редакции, падают тиражи. Постоянно находимся в поиске именно активных, амбициозных, творческих людей, которые смогли бы как-то привнести что-то новое в эту профессию, как-то по-новому подать материалы, потому что большая конкуренция огромная, и помимо объективности мы должны, каждая СМИ должна отличаться. И сегодня в рамках форума Айдар Салимгараев вручил Фариду Мухаммедшину диплом победителя республиканского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Медиа-персона года». Форум национальных СМИ проходит под эгидой Федерального агентства по делам национальности и вошел в республиканскую госпрограмму до 2025 года. Юлия Гоголева, Александр Вольнов, ТНВ, Иннополис. Реализацию национальной политики Фарид Мухаммедшин сегодня обсудил с Геннадием Семигиным. Председатель комитета Госдумы по делам национальности отметил, Татарстану удалось выработать свою модель конструктивного диалога, что является гордостью и визитной карточкой республики. Многим субъектам России в этом нужно брать пример с Татарстана. Геннадий Семигин будет рекомендовать это губернаторам. Также наработки собираются воплотить в законопроектах, которые будут вносить на рассмотрение в Госдуму. Сегодня республика является одним из главных примеров взаимоотношений по межнациональным направлениям и, так сказать, вообще развития культуры, этнокультуры и так далее. И думаю, что многим не только национальным республикам, а прежде всего с другим субъектам Российской Федерации надо брать пример. В Свияжске отметили 25-летие возрождения религиозной жизни в Богородице-Успенском монастыре. В этот день он был передан в ведение Казанской епархии. За эти годы стал и местом притяжения туристов со всего мира, и визитной карточкой республики, ее гордостью. Напомним, буквально спасением уникальных фресок XVI века Успенского собора и реставрацией самого монастыря с 2010 года занимался Республиканский фонд возрождения по инициативе государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В честь праздника заложили монастырский парк.
Успенский собор Свияжский очень берегут. Фрески XVI века признаны мировым раритетом. Многие из них уникальны, таких не сохранилось больше нигде в мире. Собор, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, открыт для посетителей, но службы здесь проходят только по большим праздникам. Четверть века назад монастырь передали Казанской епархии. В советские годы здесь были тюрьма, колония, психиатрическая лечебница. Буквально возрождение из небытия началось в 2010 году. За преображение митрополит Казанский благодарит руководство республики. От лица полноты православной церкви Республики Татарстан сказать вам большое, огромное спасибо за ваш искренний труд, за вашу любовь к своему народу, к своей родине, за то, что вы никого не делите ни по национальному, ни по религиозному признаку. Сегодня знаковые события не только для православного мира, для всех нас. Мечта наша возродить Свияжск 25 лет. Но особо надо взять настоящее возрождение Свияжска, оно произошло после того, как Митя Мишаревич взялся за это дело. В 2010 году был создан фонд. Сейчас Свияжск стал одним из самых посещаемых туристических маршрутов страны. В этом году количество посетителей приближается к 1 миллиону человек. В программе и туристические, и паломнические программы. При этом здесь действующий мужской монастырь, в котором живут около 15 монахов, послушников и трудников. В честь праздника президент республики подарил братьям икону из Иерусалима. Разрешите мне вручить? Да. Если вам мусульманин дарит такую святую вещь, она, наверное, больше подарка быть не может. Мы одновременно и православное, и мусульманское материальное наследие одновременно восстанавливаем. Вот на сегодня я могу сказать, и вы это прекрасно знаете, тем более у вас такое тесное общение верующими и в целом населением. Ведь приятно посмотреть на наших сограждан. По глазам видно, что мы на правильном пути. На территории монастыря в эти выходные появился еще один объект, которого ранее не было ни в плане, ни в истории. Парк, в основе архитектуры которого главный христианский символ. Посаженные кедровые сосны также традиционны для монастырских садов. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, ТНВ, Островград, Свияжск. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Жители Татарстана, родные и трудолюбивые, многонациональные и гостеприимные, веселые и любящие свою республику. Мы гордимся общей историей. Вместе создаем современность и вкладываем в наше будущее. Акционерное общество «Таиф» поздравляет татарстанцев с Днем города и республики. Вы умеете ударно трудиться, любите отдыхать, цените и сохраняете традиции своего народа. Наша сила во благо народа. С праздником! В Республике Татарстан дан старт 10-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Татарстанский международный нефтегазохимический форум. Насыщенная деловая программа. Крупнейшая выставка Татойл Экспо. Мероприятие Дни поставщика ключевых компаний отрасли. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. Здравствуйте, в студии Гульшат Гельмуллина. Малоподвижный антициклон, который практически месяц удерживал очень жаркую погоду в республике, начал сдавать свои позиции. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо затянет облаками, днем температура составит 32 градуса.
Ожидаются осадки в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, возможно гроза, а при ней усиление ветра днем до 31. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше местами прольются освежающие дожди. Температура днем составит 31 градус выше нуля. Жара начала ослабевать в Арске, Кукмаре, Балтаси. Днем максимум 29 градусов тепла. Временами дожди в Болгаре, Доржаном, Буинске, возможно гроза. Днем температура воздуха приблизится к отметке 29 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше немного свежее, днем 30 градусов тепла, и в этих районах местами пройдут небольшие дожди. В последний день лета осадки не прогнозируются, вновь выглянет солнце, а температура продолжит понижаться. В Казани ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков и около 23 градусов тепла. Днем местами пройдут дожди, возможно гроза. Температура около 29 градусов выше нуля. Ветер северный, умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление в норме 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 47%. Магнитное поле неустойчивое, что может стать причиной недомогания. На этом завершаем наш выпуск. С наступающим праздником, дорогие татарстанцы!